Ну что, сегодня у нас воскресная православная беседа. Раз в месяц мы собираемся для обсуждения какой-то важной темы. Сегодня у нас тема «Защитники Отечества». Очень, на самом деле, краеугольная тема, непростая. Потому что есть некоторые толки, которые говорят, что заповедь «не убий», она относится к любому убийству и на войне, и не на войне, и в мирное, и не в мирное время. А мы должны сегодня ответить на вопрос, важный вопрос. Кто такие защитники Отечества и допустимо ли когда-либо убийство и во имя каких целей? Вот. Но перед этим хотел бы задать вам вопрос в аудиторию. Кто себя считает защитником Отечества? Все. Все мы. Все? Конечно. Хорошо. Это интересно. Мы давайте об этом еще поговорим. Ближе к концу середины нашей беседы мы поднимем этот вопрос. Вот. Но с чем у нас в первую очередь ассоциируются защитники Отечества? Конечно же, с 23 февраля, да? Когда мы поздравляем большинство мужчин с детского времени, с школьной скамьи, да, из детского сада, идет такое воспитание, что мы должны поздравлять мужчин и будущих защитников Отечества с этим прекрасным днем. Но у меня, конечно же, другое по этому поводу мнение, потому что в военной среде не только женщины, но и мужчины, но и женщины. Женщины также несут воинскую службу, также стоят на страже. Поэтому вопросов больше, чем ответов, но об этом чуть попозже. Дальше с чем у нас может ассоциироваться защитники Отечества? Да? Кто еще может быть? Это Великая Отечественная война, буквально недавно прошедшая. Какое-то малое время разделяет нас от этих страшных дней. Я, когда шел сюда в библиотеку, удивился одной надписи. 100 лет российских ЗАГСов. Буквально, да, у нас на бабушке на ЗАГС стоит. Вот. И действительно, 100 лет. Какая малая дата? 100 лет. Всего лишь 100 лет. И это создание ЗАГСа связано с революцией, изменением строя, человеческого строя. Раньше, до революции, регистрация была в храме. Метрическая книга, где записывали обучающихся, врачующихся. Даже было такое, что иногда, моя супруга об этом свидетельствует, иногда переписывали годы. Например, мужчине 20 лет, а девушке не достает каких-то 1-2 годиков. Вот от мужчины убавляют, перебавляют женщину. И вот так она вступает замуж. И происходит венчание, регистрация. Вот. Но вернемся обратно. Буквально каких-то несколько десятков лет мы помним эту страшную войну, непоправимую, к сожалению, она была. И тоже там происходило страшное убийство, и даже церковь благословляла, да, на подвиг, ратный подвиг этих воинов. Вот. Что об этом говорит вообще церковь по поводу заповеди «не убий» и благословения на убийство? Точнее, церковь никого не благословляет убивать. Это важно понимать. Чаще всего сектанты говорят о том, что да, в Библии написано «не убий», а вы благословляете на убийство. Нет. Когда священник молится о победе оружия, Господу молится, он тем самым просит победу над врагом. Очень важно понимать, нам оружие нужно не для того, чтобы убить человека, а для того, чтобы стать в защиту.
защиту своей родины, отечества, защиту своей семьи. Если же угроза, конечно же, тебе конкретно, можно и стерпеть что-либо, перенести. Но если же угрожает это кому-то, ближнему, моему, я должен встать в штыки, проявить мужество. Даже ценой своей жизни. Но вернемся к истории. По поводу Неуги долгое время была неопределенность. Тертуллиан и, например, Ориген говорили, писали, что убийство недопустимо, даже на войне. Но есть другие святые отцы, которые, наоборот, говорят, что убийство допустимо на войне, и об этом свидетельствует даже святитель Василий Великий, архиепископ Каппадокийский, из 13-го правила. А причиной такого различия взглядов на войну у представителей церкви заключалась в одном, что некоторые имели в виду как вызывание этой войны, а другие благословляли воинов на победу, в защиту. Если же мы защищаем свою родину, нам допускается убийство, но это крайняя мера. Лучше же, конечно же, обойтись. Если же мы берем какого-нибудь языка, либо так случается, что мы взяли какой-то плен наших врагов, то в этом случае не допускается никакое убийство. Им даруется жизнь. Даже у нас есть места, где Париж, не просто же так названо, да? У нас в городе это местечко. Были и немцы сюда ссылались, и убивали их. Конечно же, они были гонимы, но им даровалась жизнь. Выдающийся богослов, митрополит Московский Филарет Дроздов, поучал в своих письмах. Я зачитаю. Бог любит добродушный мир, и Бог благословляет праведную войну. На земле всегда есть немирные люди, посему нельзя наслаждаться миром без помощи военной. Не страшись опасности, подвязаясь за правду. Лучше умереть за нее, нежели пережить ее. Искупи кровью для потомков те блага, которые купили для тебя предки. Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом. Умри за веру и Отечество. Ты на небе примешь жизнь и венец. Вот об этом так говорит митрополит Московский Филарет. Есть еще цитаты из Священного Писания, Нового Завета, где говорится о том, что необходимость положить свою душу, загрузить свои, это и есть наивысшая любовь, проявление наивысшей любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Но есть некоторые противники, которые все равно ссылаются на заповедь любви и говорят, что вот так-то, так-то. А мы вспоминаем еврейский народ, где евреям был дан закон, и они были научены, как побеждать врага. Естественно, они применяли силу и были убийством. Господь тем самым дал победу этому народу. Противники говорят, что ну как же так? Это же Ветхий Завет. Евреи же Ветхий Завет. Но и заповедь не убить тоже была дана в Ветхом Завете. В Новом Завете нам Господь дает важную для нас заповедь. Любить Господа, любить ближнего. Но если же касается жизни ближнего,
ценой своей жизни мы должны положить свою душу. Даже если на это нужно будет применить какую-то силу, которая приведет к смерти противника, врага. Пойдем дальше. Хотелось бы дальше рассказать вам о святых воинах, которые канонизированы церковью православной. Святой равноапостольный великий князь Владимир. Вы знаете, очень такая для языческого мира современного спорная личность. Многие его обвиняют в том, что он принял православную веру, христианство. Но из истории ничего не выпишешь. Историю переписать только можно, да, это придут многие годы, поколения. История, как она есть, сложилась, сейчас, слава Богу, мы ее знаем. Именно этому мудрому, великому князю Владимиру мы обязаны нашей верой. Именно он стал тем звеном, заключил союз с Византией, самым сильным на то время и культурным государственным строем того времени, и также вступил в брак с сестрой византийского императора царевной Анной. Господь также помогал святому равноапостольному князю Владимиру и в военном деле. При нем мы видим, что присоединились земли Вятичей, Радимичей, богатые города Червян, Перемышль на границе с Польшей. И это действительно было важным звеном в истории нашего современного российского государства. Преподобный Илья Муромец справа. Богатырь. То, что мультики сейчас показываются, никакого отношения к Илье Муромцу он не имеет. Этот образ святого с тем мультиком, который современный. Лучше бы на самом деле его не смотреть. Этот святой жил в XII веке. Он происходил из простой крестьянской семьи. И, как повествуют былинные источники, он был в детстве парализован. Но чудесным образом исцелен по молитве странников. Обретя здоровье, он решил встать на путь воинского служения, поступил в дружину киевского князя и охранял границы Руси, где прославился воинской подвигами и невиданной силой. Он канонизирован в XVII веке в числе 69 угодников Киево-Печерской лавры. И русское воинство издавна считает святого богатыря своим покровителем. Но при нем он тоже вступал, естественно, в стычки боевые, где, может, происходили убийства, да, но это убийство ради свободы, ради любви к другим людям, не тем врагам, ну и тем врагам, если же они осознают свою вину, да, помилование. И что сказать еще по этому поводу? Есть разные высказывания насчет смертной казни. Церковь до конца будет стоять за жизнь человека, даже если он виновен. Церковь никогда не будет благословлять убийство, смертной казни. Святые православные воины. Идем дальше. С левой стороны святой благоверный великий князь Дмитрий Донской. Справа святой преподобный Андрей Ослябин, брат Александра Пересвета. Знаете, да, легендарную историю с Чолубием, когда святой Александр Пересвет победил страшного врага.
и воодушевил тем самым на победу, радует подвиг нашего воинства. Ну что, мы не будем перечислять заслуги и достоинства, на самом деле можно было бы, но у нас на то не хватит времени. У нас еще нужно время оставить на вопросы, думаю, они у вас будут по ходу нашей беседы и лекции. И других воинов можно было перечислять. Сонный воин, Александр Суворов, также не святой, не канонизирован, но у него очень много правильных высказываний, вещей, которые с помощью Божией он находил победу. Всякое дело начинать с благословения Божьего. Дух укрепляй в вере отеческой, православной. Бог нас водит, Он нам генерал. Его слова. Легендарные слова. Легендарного полководца. Но я вам задал вопрос такой, да, кто все-таки защитники Отечества? Вы на него ответили правильно. Защитники Отечества — это все вы. Потому что каждый несет свой крест. У каждого свой путь. Кто-то своей молитвой помогает защитить Русь. Кто-то своим ратным подвигом. Кто-то дипломатией. Я следующий слайд покажу. А кто-то идет и несет мира. Кто принес мира, чтобы погребсти, закончить погребение Христа? Ведь на самом деле женщины, которые шли к гробу, они боялись, жутко боялись того, что будет с ними. Потому что их могли убить. Ни за что, по сути. Но они взяли и пошли. А мужчины, к сожалению, так и не вышли из-за страха смертного. Из-за страха того, что их тоже убьют, распнут, как Христа. Но женщины оказались мужественнее мужчин в этом случае и принесли мира, чтобы благовониями умастить тело Христа. Но не обнаружили Христа. Увидели, что камень, а камень был очень большой, великий камень, отвален от входа в гроб, они зашли вовнутрь и обнаружили, что никого нет. Но там сидел юноша, ангел Господень. Другой евангелист говорит, что там было 2 ангела, которые говорят: Христа ищите, распятого, нет его здесь, воскрес. Идите и расскажите это ученикам. Важные слова, важное видение. Почему именно женщинам дает Господь именно вот эту весть о воскресении? Как вы думаете? Женщины были сердечнее. Они были воспринимать. Сердечнее и воспринимать, да? А они быстрее поверят в это воскресенье. Сейчас я скажу, конечно же, банальные вещи, но, может быть, так и есть. Людям легче поверить во что-то сверхъестественное и неземное, например, каких-нибудь инопланетян, чем воскресение Христа. Иногда так бывает даже. Люди верят во все, что угодно, в какую-нибудь ересь, но в правдивую историю воскресения Христа не могут поверить. А вот женщины, которые пришли к гробу, они были действительно расположены к этой благой вести. Они сопереживали, они думали, что Христа унесли враги. И если нужно было, видите, какая жертва, они могли положить свою душу. Они боялись, конечно, боялись идти к гробу Господа, но все равно не пришли по страху смерти. Пришли и
хотя они сделали это свое дело, но все равно этот подвиг, он ставится нам в пример. Почему Святая Церковь сегодня празднует торжество женщин, женский мир? Но кроме их были еще люди, которые помогли погрести, например, Христа. Никодим, Иосиф, Аримафейский. Также они помогали погрести тело Христа. Я хотел бы зачитать вам эту евангельскую историю из Священного Писания, Евангелие от Марка. Сегодня оно читалось, это отрывок евангельского повествования на богослужении, литургии. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвал сотника, спросил его, давно ли он умер. И узнав, что от сотника отдал тело Иосифу, он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, который был высечен в скале, и перевалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова смотрели, где его полагали. А по прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Соломия купили аромат, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилею, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, обежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Да, они, видя, что Христос воскрес, и думая, что до конца, не осознавая, что происходит, но все равно, провидя, что произошло, они даже рассказали. И апостолам сказали. Почему? И откуда узнали апостолы об этом? Конечно же, они боялись, и говорить боялись об этом кому-либо. Это очень важное дело исповедничества. Это тоже защитники нашего небесного, не земного, а небесного Отечества. Все мы защитники Отечества. Кто-то охраняет границы нашей России, земного нашего Отечества. Кто-то стоит на страже духовного мира, монахи афонские, священники, простые миряне. Но все мы несем этот равный подвиг. Даже вот когда вы станете на службе помолиться, и услышите слова, когда диакон или священник возглашает, чтобы мы молились о мире всего мира, о том, чтобы наши власти были и воинство было достойным. Тогда и молитесь от всего своего сердца. И это будет ваш тоже подвиг. Ваше, точнее наше, общее дело. Вот это важная составляющая нашего сегодняшнего дня, беседы, потому что без вот такого осознания, что все мы на самом деле защитники Отечества, дальше мы никуда не уйдем. Будем говорить, что вот да это они, да а чего мы требуем? Нет, ничего. На самом деле каждый несет этот равный подвиг. Каждый, вставая на молитву, каждый день, прибавляет победе над врагом какую-то долю. А апостол Павел поэтому говорит, что наша брань не против
плоти и крови, а против духов злого поднебесного. Что это такое, значит? Мы боремся не с видимым врагом, в первую очередь. Мы боремся с врагом невидимым, который есть бес. Сатана, бес, темная сила, как угодно назовите ее. Вот с этим, в первую очередь, мы и воюем. У нас вражда, враг очень серьезная. Если же мы не победим этого врага, то бессмысленно и бороться с видимым врагом. Потому что, в первую очередь, научает на это зло этот невидимый враг, бес. И каждый день мы несем этот ратный подвиг, когда отказываемся от дурного, от греха, от страстей. Когда нам нужно кого-то послушаться, если это дети, или же взрослые даже, да? Когда нам нужно послушаться, мы идем против воли поставленных над нами людей. Тем самым мы потворствуем этому греху и помогаем врагу победить нас. Люди говорят, что они свободны, делая какой-либо грех. Например, тот человек, который пьет или курит, говорит: я праве выбирать, что мне нужно. Но на самом деле этот человек очень связан грехом, а точнее врагом. Он уже поступать не может. Ему вот захотелось покурить, он уже не может себе сказать нет. Он идет и курит. Это говорит о том, что он порабощен этой страстью, этим грехом. Только с помощью Божьей, только силами Господа можно как-то избавиться от этой страсти. Да, любой страсти, которая в нас. А кто знает, еще какие-то страсти имеются, нет в нашем мире, кроме табака, алкоголя? Наверное, ничего больше нет. Или есть? Какие еще такие есть? Как? Наркотики. Наркотики? Ну да, ну это то, что мы видим. Самые, может быть, сильно воздействующие на человека. Да? А что, может быть, в меньшей степени мы не замечаем, оно есть. Когда сладкое очень сильно, без сладкого не можешь. Серебролюбие. Да. Еще какие? Зубы болят от сладкого, а ты ешь. Ленивость. А пустословие — это страсть или не страсть? А леность — страсть или не страсть? Вот есть такой момент, леность к чтению молитвы. Вот легче посмотреть какой-нибудь телевизор, мультик или почитать что-нибудь, чем встать на молитву. Поверьте, у меня тоже такое же бывает. Когда лень встать на молитву, это самое важное дело. Важнее этого дела нет ничего. Первые люди в раю что делали? Не возделывали землю. Нет. Это после грехопадения. А что? Молились, да. Молились. Богообщение происходило. Самый большой труд – это молитва. Самый большой труд. Потому что он направлен на человека. Если же человек не молится, или если молится, но не понимает, что он делает, конечно же, сложно жить духовно. Такой человек приходит в храм, говорит: батюшка, вот много страсти, грехи меня одолевают. Так мы на самом деле не молимся, мы только сотрясаем воздух, мы-то не рождены для Господа. Сердце наше еще в грехах и страстях, победы-то еще у нас нет над грехом. Вот, и это важное дело, чтобы мы поставили сначала эту блокпост в нашей душе, в нашем сердце. Если этого блока поста не будет, пост духовный и пост физический. Вот, если этого поста не будет в нашем сердце, то враг нас свяжет каким-нибудь грехом, какой-нибудь страстью свяжет, и мы будем в его плену, пленены. Вот такой образ, да, важный. Пленены греховностью и этой страстью. Часто я слышал на исповеди то, что люди делают какие-то поступки. Если это дети, то происходит послушание.
А кто-нибудь, точнее я спрашиваю, а вы знаете заповеди Божьи? Вот так же и вам хочу спросить, вас хочу спросить. А вы знаете все заповеди Божьи? Начнем с определения, сколько их всего. 12, 10, 9 или же 20. Сколько их? 10 заповедей Божьих, да. А самая главная, самая первая заповедь Божья какая? Господа Бога твоего, всем сердцем своим. Это в Новом Завете. В Новом Завете 2 заповеди Божьи. Да, как вы сказали, возлюби Господу Богу твоего всем сердцем своим помышлений. Да, вторая подобна этой, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мы к этому еще вернемся. Мы уже говорили, да, о ней, что нужно так полюбить человека, чтобы даже отдать свою душу ради его жизни, что, в принципе, и делают воины. А в Ветхом Завете это же тоже закон. И евреи его исполняют. Евреи исполняют, а православные не знают. Но чтобы исполнять, нужно же знать или же нет? Нет. Первая, самая первая заповедь Божья. Если же мы слышим в Новом Завете, что первая заповедь Господь, то и в Ветхом Завете тоже первая заповедь Господь. Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, да не будет Бог пред лицом твоим, кроме меня. А вторая заповедь какая? Вторая заповедь. Вот какой батюшка попался нам сегодня. Мы сегодня изучим Ветхий Завет, весь Ветхий Завет. Я шучу, нет, конечно. Ветхий Завет это очень сложно, но хотя бы по заповеди Божьей давайте пройдемся. Вторая заповедь Божья какая? Не сотвори. Совершенно верно. Не сотвори себе кумира. Вторая заповедь Божья. Кумиром может быть и как человек, так и же и вещь. Например, какие-нибудь знаки зодиака, это тоже грех, если мы верим в эти знаки зодиака. Если же мы пленены какой-либо страстью, то тоже против Бога. А если любим ближнего больше Бога, это тоже грех. Господь сначала в нашем сердце, а потом уже люди. Я говорю иногда такие слова, сейчас я это предложение скажу, вас это заденет. Но все равно, особенно заденет женщин, у которых есть дети. Обычно после этих слов мне говорят: батюшка, что вы такое говорите? Нельзя это говорить. А на самом деле нужно так сказать. А если же Господь заберет наших детей, то умрут они. Страшно, да, подумать об этом? Потому что наше сердце настолько прикреплено к земному, что мы о небесном не можем помыслить. Я об этом вчера думал, а на службе-то вот мысль-то влипла и никак не могла отлипнуть. И все думается и думается об этом. Тревожится сердце, у меня 2 детей. Вот. А на самом деле это чего тревожится Господь? Весь Господь знает, что нужно. Если Он забрал, значит забрал, так лучше. Господь все знает. Господь делает так, как это нужно. А мы по своему такому земному восприятию думаем, этот человек ушел несправедливо. Какой был хороший человек, и Господь его забрал. Какой плохой Бог. Но Господь забирает лучшее для себя, самое лучшее забирает. Раньше, до революции, говорили так: Господу все самое лучшее. А теперь немножко перефразировали: лучшие детям говорят. Так или нет? Так. Господь ушел на совсем задний план. Дети у нас теперь самое главное. И у нас растут эгоисты в нашем мире. Очень много того, что вот неверно, неправильно. Это нужно было бы как-то исправить, выправить. Потому что Господь должен быть в нашем сердце. А к Господу уже и другая любовь к детям. Ну что, это была вторая заповедь Божия. А третья заповедь Божия какая же она? Так, давайте свои зачетки. Ладно, не буду, конечно же, вас мучить. Вася. Третья заповедь Божия. Вспоминай Господа Бога в суе. Да, верно. Не поминай имя Божие напрасно. Почему нельзя
говорить имя Божие напрасно, потому что имя Божие призывается в молитве, имя Божие восхваляется, но никак не для связки слов. К этой же заповеди относятся грехи против, скажем так, матерные слова, какая-нибудь ругань, брань, пустословие тоже относится к этой заповеди. Вот какая заповедь. Не поминай имя Божие напрасно, суе. И кто говорит так, совершает. Нельзя имя Божие так просто называть. Оно должно быть призываемо в молитве, только в молитве. Или восхваляемо. А 4-я заповедь Божия какая? Очень важная. Чаще всего вот эту заповедь Божию приступаем. Она тоже к Богу относится. Нет, это 5-я заповедь Божия, сказывает Саша. 5-я заповедь Божия, это 5-я заповедь. А 4-я? Нет. 4-я заповедь Божия по отношению к храму. Говорится, помни день субботний. 6 дней трудись, а 7-й Господу Богу твоему отдавай. Господу отдавай в 7-й день. А говорится там, чтобы он не работал ни раб, ни рабыня твоя, ни пришлец твой, ни волк твой, ни осел твой, никто не работает. И как и ты не работаешь в этот день. Но в этот день мы идем в храм восхвалять Господа, просить о милости Его, исправлять свою жизнь. Ведь совершенство, оно на самом деле такое досягаемое, но каждый раз, когда ты чего-то достиг, какого-то совершенства, понимаешь, что есть куда расти. Всякий раз есть куда расти. Святость Божества, она неизмерима. Она очень широка. Вот, поэтому мы должны каждое воскресенье идти в храм Божий. Как бы нам не было лень, как бы мы не ухаживали за своими грядками. Сейчас начнется период, да, когда мы будем ухаживать за овощами или другими культурными и некультурными растениями. И будем посвящать себя, всю себя ради того, чтобы это росло. Но в Евангелии говорится, если же не созидит Господь, напрасно трудится зиждущий. Напрасно труды наши, если Господь не благословляет это наше дело. Если мы это делаем, то в первую очередь мы должны идти в храм. Каждое воскресенье в храм. Не просто зайти и поставить свечку, а быть на службе полноценно, от начала до конца. Вы мне скажете, да ничего не понятно, батюшка, ну что вы говорите? Ну мне скучно стоять на службе. Ножки болят. Ну, конечно, и будут, и они должны болеть. Если ножки болят, вы можете сесть. Ничего страшного, посидите, помолитесь. А старцы говорят, лучше думать о молитве, чем думать о ногах. Но молитве нужно думать обязательно, нужно в первую очередь о молитве. 5-я заповедь какая? Да, чти отца и мать. И какое обетование Господь дает тем, кто будет чтить отца и мать? Еще раз? Продлевает жизнь, да. И будут ли дни благословенны? То есть продлятся твои дни на этой земле. Почему так распространено на юге, в основном мусульманских странах, долгожительство? Потому что они настолько почитают своих родителей и вообще всех, кто старше их, что это возведено на очень важную ступеньку закона, который нельзя приступить. Это не вода, это не воздух так вот влияет на человека, а вот этот закон, такое обетование, Божие обетование человеку дано. Если же ты будешь слушаться родителей и уважать, и чтить и любить, то и продлятся твои дни на этой земле, и дни твои будут благословенные.
как говорит Господь. А у нас что получается? Президент плохой, как раз вот здесь изображен, да? Там, директор плохой, муж непридушный, дети совсем непонятно какие, и пошло-поехало. Все плохо. А для хорошего все хорошо. И нам нужно будет как-то поменять свой угол зрения на этот мир. Если мы будем думать, что все плохо, все-таки будет плохо. Но на то и Христос пришел и дал этот закон, чтобы мы любили и врагов наших, и всех, кто проклинает нас, а тем более наших ближних. А еще апостол Павел говорит: нет власти, нет Бога. Вся власть дана нам Богом. Есть такая притча: замолились Господу прихожане одного храма: Господи, за что ты нам дал такого священника? Непонятно какого. И это делает, и там-то сям-то, и вообще такой строгий. Был ответ Господа: я вам искал худшее, но нашлось то, что нашлось. Вот так. Худшего не нашлось, а нашлось то, что нашлось. Будем достойны лучшего, будет у нас правитель хороший. Не будем грешить, не будем делать аборты. Будем жить благочестиво. Будем рожать детей в браке. Будут у нас мужья ходить в храм. Все выстроится, мигом выстроится. Но пока что вот это все происходит в нашем мире. Вы знаете, сколько... Ладно, мы об этом чуть попозже, когда подойдем к следующей заповеди, об этом поговорим. В общем, это необходимость, в первую очередь, у нас. Все начинается с нас. Если же мы хотим, чтобы у нас было хорошо в жизни, то мы должны исправить, выправить эту жизнь. А пока что мы не изменимся, все-таки будет. Все-таки будет. Итак, 6-я заповедь Божья. Какая? Не Люби. Не люби. Ну, вот дальше идут, обычно так говорят: не убий, не прелюбодействуй, не кради, не желай ближнего, жены ближнего твоего и так далее. Вот это все остальные заповеди Божьи. Еще одну из них мы упустили: не лжесвидетельствуй, то есть не обманывай. Давайте по одной будем разбирать. Не убий. Да, действительно, говорит нам Господь, чтобы мы не убивали умышленно человека, если бы нам захотелось убить его, там просто не то, что на войне, либо в какой-то ситуации, когда действительно такая непредвиденная ситуация. А вот так захотелось, мы действительно убивали. К этому греху относится грех детоубийства. Сейчас очень много детей убивается внутри утробы. Об этом я обязан сказать. Потому что то, что происходит сейчас у нас в России, не передать страх. Когда женщины идут рожать, лежат на сохранении, а рядом с ними женщины, которые отказываются от своих детей. У нас в Эже. Вот эта вот больница розовенькая, да, такая вот стоит, красивая. В одной палате лежат женщины, одни убивают детей, а другие хотят сохранить свою беременность. Страшно. Кроме этого, есть такое слово контрацептивы, которые тоже являются абортивными. Любые спирали, любые таблетки, они являются абортивными современными. Такие все современные таблетки, они абортивные. А в эффекте я не буду разговаривать и говорить: если же вам нужно, вы подойдите ко мне, я все по полочкам, по косточкам разберу. Но они абортивны. Об этом не скажет ни один гинеколог, но ни один гинеколог не назначит своей дочери эти таблетки. Ни один специалист не будет делать вред своим ближним. Но есть инструкции 5-й колонны нашей России, которые именно направлены на сокращение численности населения. Для чего не будем говорить, здесь у нас много врагов, и
никогда вот этой стабильности у нас не было, к сожалению, чтобы было все хорошо. Но ужасное зрелище, когда мы переходим к реальным абортам на сроки 12 недель. До этого срока, до 12 недель, происходит убийство детей. Они уже чувствуют, все чувствуют, и боль чувствуют. У них уже все органы на своих местах. Как вы думаете, с какого дня от зачатия бьется сердце ребенка? С первого дня. С какого? 36 часов. Нет. 19-20 день от зачатия он еще не знает. Ребенок уже прикрепился к плаценте, питается уже от мамы. У него начинает биться сердце. 20-й день от зачатия. Мама еще даже никакой задержки еще не было, да? Если так вот, грубо говоря, простите. Вот. И мама решается его убивать. Ребенка. Знаете, сколько делается у нас абортов? Сколько классов? У нас за один день уходит. Каждый день по одному классу. Каждый день, вот, день прошел, класса нет. День прошел, одного класса нет. У нас школы скоро закроются. Некому будет учить. А дети, ну, все-таки здесь большинство уже в возрасте, да, это наша пенсия. А до революции, ну, более даже ближе к 18-18 веку, не было слова пенсия. Не было пенсии вообще, такого понятия пенсия. Пенсия были дети. Как ты воспитал детей, такая у тебя будет обеспеченная старость. Вот как ты воспитал, как они благочестиво живут, это же действительно так. Ответственное родительство. Если ты безответственно к этому относился, вот тебе и получай такую старость бездетную. Дети сами живут как хотят, а ты как хочешь, так и доживаешь старость. А если ты благочестиво родил ребят, детей, вот тебе и хорошая старость, благословенная. Так говорит закон Божий. А мы думаем, надеемся на государство. А кто платит эти деньги, пенсию? Дети наши. А их этих детей нет. Откуда они будут? Мы их сами абортируем. Вот и все это начинается, потихонечку несется. Ну ладно, мы уже очень глубоко ушли от наших заповедей Божьих. Дальше заповедь Божья не прелюбодействуй. Прелюбодеяние не только может быть такое, да, физическое, но и мысленное. Также я не буду, конечно, говорить там какие-то такие вещи, да, подробности, но скажу, что это очень тяжелый грех современного молодежного мира, который, мы говорили, да, блокпост не установлен, и враг пленяет человека. Вот так вот пленяет человека и враг молодого человека. Он порабощен этой страстью прелюбодеяния. Следующая заповедь: не лжесвидетельствуй. Нельзя говорить ложного свидетельства другого человека. К этой же заповеди относится: нельзя клеветать, нельзя обманывать. Даже если очень хочется. Следующая заповедь: не воруй. Воровство может быть и, например, мы не уплачиваем какие-нибудь налоги, уходим от налогов. Воровство может быть неуплата ЖКХ, либо мы утаили деньги, которые нашли. Либо лежит какая-нибудь вещь, ну просто валяется на дороге, на асфальте, взяли ее, пересвоили. Может быть, человек вернется и возьмет эту вещь. Мы взяли и присвоили. Но это так, это уже очень банальный, может, пример привожу, да? Но нельзя воровать. Как бы не хотелось. Хотелось такое. Следующая заповедь: не завидуй. Не желай ни вала, ни осла соседа твоего,
ни рабы, ни рабыни, ни раба, ни рабыни, ни жены, ничего, что у соседа твоего. Не желай этого. Да, люди некоторые, как мы думаем, живут лучше нас. Но у этих людей еще и свои проблемы есть. Как человек, как Господь дает какое-то благосостояние, сразу же с этим благосостоянием свои искушения. Я на своем примере расскажу. Рассказывал сегодня, что у меня на Страстной Седмице был автомобиль. Ну, сейчас он до сих пор есть, но я на нем не езжу, в силу того, что мне нужно оплатить пошлину за замену водительского удостоверения и штраф. И пройти комиссию. Все стоит денег. Но почему я не езжу, я отказался от транспорта. Вот после этого случая от автомобиля. Ну как он произошел, этот случай? Меня остановили, у меня водительское удостоверение было просрочено 4 дня. Батюшка вынес штрафую, сказали инспекторы. Ну ладно. Ну как, я, конечно же, немножко не хотел, чтобы меня штрафовали. Пытался поуговаривать, но не в какую. Ну ладно, что делать. Вот. Приобрел велосипед. Теперь перемещаюсь на велосипеде. Вчера, точнее сегодня ночью, после ночной литургии, у нас один раз в месяц проводится миссионерская литургия с пояснением. Так, реклама маленькая. Если кто-то хочет немножко узнать побольше о богослужениях, приходите. Следующая служба будет с 19 на 20 мая. Суббота на воскресенье, ночью. Стефанский собор. Служба начинается в половину 12. Если хотите причаститься, придите чуть-чуть пораньше. И останавливают меня инспекторы ночью, 3 часа ночи. Ну, казалось бы, куда уже? Бедный несчастный батюшка на велосипеде едет домой после ночной литургии. Нет, остановить надо. Вот, можно подумать по-другому. Чем меньше у человека ответственности за его вещи, тем меньше искушений в его жизни. И нужно этому радоваться, если же у нас чего-то нет. У нас нет дорогой иномарки, не нужно переживать, если кто-то аварию совершил, да, что-то там случилось с ним. Первый раз, когда человек покупает автомобиль, он боится, что его кто-нибудь ненароком поцарапает. Пылинки сдувает с автомобиля. Как мы иногда бываем порабощены такими вещами. Забывая любовь к Богу и ближним. Любовь меняем на вот такие предметы, которые, по сути-то, ценности перед Богом не несут. Мы ничего не заберем с собой на тот свет, но и сколько бы ни вложили денег, сколько бы ни кидали монет, свет с землей, это ничего мы не унаследуем. Мы ноги не приходим, мы ноги не уходим. Но с нами уходят те грехи и страсти, которые мы здесь получили, заработали. Или наоборот, какие благие дела мы здесь получили. Добродетели. Дай Бог, чтобы в нашем сердце был выстроен блокпост, чтобы, когда мы увидим Христа по смерти нашей, могли с любовью принять Его. А то нам будет стыдно. Господь при Его свете обличит все наши злые поступки и грехи. И этот враг, который нас пленил, он будет только потирать руки и радоваться, что вот это новый наш человек, который будет мучиться в аду. По поводу ада, кстати говоря, да. У нас остается 6 минут до конца моей, скажем так, небольшой лекции, дальше будут вопросы. Но немножко, буквально 6 минут нам остается, давайте поговорим об аде. Что такое ад, как вы думаете? Ну, преисподнее, да, что там люди делают? Грешники. Грешники, да. Все мы. Мучаются там. Мучаются, от чего мучаются? Это грехи за свои. За свои грехи. Ну, верно, за свои страсти, которые здесь получили.
У человека не будет возможности удовлетворить свою страсть, похоть. Но потенция к этой страсти будет останется у него, если мы эту страсть не победим. Человек будет хотеть вкусно поесть. Вот будет вкусная еда, но наесться он не сможет. Это чувство ненасыщенности будет постоянно. Человек будет хотеть курить, но он не сможет накуриться. Человек будет желать чего-нибудь, что вот мы здесь имеем, да, на земле, но это будет для него недосягаемо. Эта страсть будет его, такое грубое слово, сжирать заживо. Мы служим либо Богу, либо грехам и страстям. Вот это важно надо понять, что Господу нужно служить. Но сложно здесь, конечно же, выстроить такие отношения. Если же человек не верит в Бога, если он не ходит в храм, если он не знает заповедей Божьей, если он открыт у него вход в его сердце для других грехов и страстей, если злые страсти и грехи его друзья, вот это все потом переходит на тот свет, в мир иной, если так можно сказать. А в раю люди сорадуются друг другу и Господу. Будут в раю или в аду те самые страшные враги наши. Господь говорит: любите врагов, благословляйте проклинающих нас. Представляете, вот будет рядышком с вами тот самый человек, который нам постоянно не нравился, а он будет в раю, и мы его должны быть как-то любить. Вот самое время, чтобы нам исправить свою жизнь, чтобы понять свои вот эти веревочки, ниточки, которые связывают нас с грехом, и порвать эти ниточки, чтобы мы полюбили даже этого самого ненавистного человека, даже чтобы, когда он нас унаследует, и ты унаследуешь Царство Небесное, любить этого человека, вопреки тому, что он может быть делать. Он может не раскаяться и покаяться, может какие-то глупости наделал в жизни. И Господь его примет. И тебя примет. И когда мы увидим этого человека, нам не нравящегося, мы сразу же сгинем в ад. Потому что нас, наша злоба, нас же будет поглощать. Вот на этом я хотел бы приостановить свою беседу, точнее монолог. Хотел бы с вами поговорить, уже непосредственно ответив на вопросы, и у меня есть пару вопросов тоже. Ваш вопрос. Вы нам про велосипед тебя рассказали, так вас оштрафовали велосипед? Нет, велосипед не оштрафовали, и меня не оштрафовали. Просто посмотрели код, но пока что мы стояли и разговаривали, мы очень душевно тоже поговорили, но как-то очень было нехорошо, не по-доброму поступок. Это они меня сначала очень жестко остановили. Ну-ка давай, покажи нам номер. Сейчас проверим твой велосипед. Ворован, не ворован. Оказалось, что не ворован. Теперь вы ходите пешком. Нет, нет. Что? Нет, велосипед. Теперь вы пешком. Не, я пешком не хожу. Я на велосипеде. Вы учили скорость на велосипеде, да? Вы, наверное, как реактивный самолет? Нет, на велосипеде. Я так не умею пока что. Учись. Нет, ну они что хотят? Проверить велосипед. Давайте правила такие. А вот что за страсть, когда, знаете, вот человек всегда глаза отводит, либо в пол смотрит, либо очки солнечные одевает, нету прямой линии, да? Когда человек разговаривает, постоянно уводит глаза, туда-сюда. Почему это видит? Я не знаю, этого человека можно... Страсти тоже какие-то? Я не знаю, надо будет этого человека спросить, может быть, ему стыдно перед вами. Что-то он сделал, может быть. Нет, это не то, что конкретный человек, а бывает Да. не то, что один человек конкретно так делает, а вот бывают люди, глаза сразу полностью, либо еще что-то. Может, этот человек думает, надо помолиться о нем, чтобы Господь дал ему понять, что он, о чем думает. И открыло сердце. Надо, во всяком случае,
Это 100%. Какой бы он ни был, любите. А грех не любите. Вопросы? Как готовиться к исповеди? Как готовиться к исповеди? Все просто. Желательно перед исповедью закрыться от всего мирского, от людей. Нажать стоп-кран, чтобы мысли, желания наши остановились. Сесть за стол, взять листочек, взять ручку. Будет лучше, конечно же, если же у вас все грехи, книжки будут переведены, и вы просто будете вычитывать эти грехи и выписывать на листочек. Ничего постыдного не будет в том, что вы напишете свою исповедь на листочек. Наоборот, это даже хорошо. Когда люди подходят на исповедь, сразу лезут куда-то, говорят, они рассеиваются. Враг так не хочет, чтобы мы в чем-то не покаялись. А мы должны приложить все свои усилия, чтобы изложить свои грехи на листочек. Но вспоминайте, что сделали плохо, плохого. Бывает, приходят люди, часто ходят в храм и на исповедь, а приносят грехи и горести. Вспоминают. На память Господь дает, что ли, какие-то вещи, которых он еще не покаялся. Вот эта вот практика, она нужна и важна. А еще есть такой принцип. Каждодневной исповеди. Каждый день мы перед сном подытаживаем наш день. Выписываем те грехи, которые мы сделали, кого оскорбили. Это тоже очень интересная практика и важная практика, чтобы мы каждый день за собой усмотрели те или иные страсти и грехи. Если же мы будем идти этим путем покаяния, то будем видеть исправление. Кто-то кается постоянно в этом грехе, а потом бац, этого греха нет. Господь дал свободу от этого греха. Нам привыкнуть к этому греху очень простого, доли секунды, а отвыкать очень сложно. Отвыкать нужно именно покаяние, раскаяние, изменение своей жизни. Ведь покаяние это не просто такое слово, ты покаялся, ты раскаялся. Нет, это метаноя, это изменение мышления, изменение полностью сущности человека. Если человек не изменился, он обличил страсть, он обличил грех, признался в этом грехе. Но кроме признания нужны изменения. Если у человека, например, страсть к сладкому, и он никак не может от нее отойти, этой страсти. Нужно, важное слово сейчас назову, вот красно подчеркиваю, решимость. Что нас отличает, отделяет от святых? У святых была решимость не делать грех. А у нас этой решимости нет иногда. Мы говорим, да, это плохо, ну ладно. Ну ладно, так. Силы воли. Да, но силы воли. Вот решимость сказать нет греху. Нет, и все, и точка. Нет, не буду. Это вот у нас нет. Мы делаем грех, грешна, грешна. Чаще так. Когда подходит грех, да, вот, и знаете, да, вот этот момент, когда подходит грех, приложение и пленение. Вот он только подошел, ему помыслу о грехе. Сказать своему брату, что у него кривые зубы. Ну, зачем вообще говорить об этом, да? Глупость какая-то. А вот нужно ему, захотелось сказать, чтобы вот ему насадить. Обидеть его, да. Он к греху подошел. Он потихонечку меняет человека. Человек соглашается, а потом уже доводит дело до конца, уже на действие. Сначала мысль, вот видите, да, какие ступеньки. Вот он подошел, вот на этом месте нужно его, нет, иди-ка ты туда пришел, откуда пришел, туда и иди. А мы начинаем с ним общаемся, соглашаемся, доводим до дела. Батюшка, это получается, что только мысль возникла, ее уже отсекать можно, да? Бывают мысли от нас, бывают мысли от... А как определить, какая мысль правильная, Не какая надо нет? их определять, просто не идите на
А если ты попробовать есть. ближнему своему, вот про тот же зуб, скажем так, ну, образно, говоришь не для того, чтобы его обидеть, а для того, что давай-ка как-то начнем лечить твои зубы, ну, скажем так, приводить в порядок. То есть, Ну, если это ты... уже частности. Не, Да. не в частности, Не тут с в тем, каждом что ты случае хочешь отдельно. его обидеть. Ты же не хочешь его обидеть. Ты... Да, но нам нужно иметь полноценную любовь. Да. Такую любовь, чтобы Ну, любое скрывайте наше зубами, я тебя замечание, тоже люблю, но не мешало бы там... любое наше замечание не должно сыграть как-то да, оскорбить на этого человека. Еще какие-то Почему вопросы? нельзя пить, даже вот чай нельзя пить? Без исповедь. Я вам уже расскажу про царицу грузинскую Тамару. Сегодня, кстати, был, я заезжал в хлебопекарню грузинской выпечки. Там есть православные грузинки, и они очень хорошую выпечку делают. Я забыл их поздравить. Рассказываю, сам будет к ним зайти и поздравить. Да, поздравил обязательно. Вот, и знаете, да, про святительницу Грузии? Да, Нина. Тамара. Апостола Нина. Нина, да, но Тамара, царица Тамара, при которой тоже была именно благорасположенность православия. Это важно. На самом деле, мы часто не замечаем женщин. Правильно вы задали вопрос? Как? Куда они пошли, святые жены? Где они были? Я вам точно не могу сейчас сказать. Если же вы мне дадите время подготовиться, я скажу вам чуть попозже. Но мне на память приходит, что они тоже служили Христу в деле просвещения, то есть проповеди апостольской проповеди. Многие из них служили при апостолах, некоторые из них дальше пошли по странам в удел, может, Престой Богородицы, и несли Слово Христово. Ведь об этом молчать невозможно было. Представляете, Христос воскрес, и они были свидетелями этого воскресения. Об этом молчать невозможно было. Такая была любовь, такая была радость, такое было счастье, каждодневное вот этого пребывания с этой мыслью, что Христос воскрес. Они несли эту мысль. И это благую весть другие церкви. Еще вопрос. Сестрица вопрос задала. Почему нельзя перед причастием кушать? Можно? Почему нельзя? Перед причастием. Перед причастием. Почему нельзя? Как, с ночи нельзя. Даже Я так очень утрирую. Кому-то можно, кому-то нет. Был такой случай. Ну, кто болеет, конечно. Да. Был такой случай. Девочка, 16 лет, переходный возраст. Если же она с утра не покушает, падает в обморок. Батюшка ее благословлял перед причастием чуть-чуть покушать, так, чтобы подкрепить свои силы, чтобы она не упала в обморок. И она перед причастием кушала. Перед причастием можно кушать, но лучше воздержаться. Если же мы больны, да, нам разрешается кушение пищи из-за наших недугов. Но мы же причащаем людей, которые болеют, страшно болеют в больнице. Идем, причащаем. Хотя они, может быть, таблетки выпили, либо покушали, что ли, какое-то лекарство употребили. Мы идем, причащаем. Самое главное, не то, что мы съели, а самое главное, что Господь телом и кровью посетил нас. Мы почему говеем? Почему мы стараемся не есть перед причастием? Потому что Христос наша самая главная пища. И вот это не должно смешиваться с нашей бытовой пищей, пищей небесной. Христос наша пища. Я даже могу зачитать удивительные строки апостола Иоанна, где он в Евангелии переводит, что Христос наша самая главная пища. Вот. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Сейчас, секундочку, чуть пораньше я вас прочитаю.
Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились». Это он говорит после насыщения 5 хлебами 5000 людей. Люди хотели его сразу же провозгласить царем земным. Но Господь говорит: вы думаете о земном, а нужно помышлять о небесном. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Итак, сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему: какое же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказал ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Вот так. То есть Христос, наша пища. Можно кушать перед причастием, но не нужно. Мы благочестиво, благоговейно подходим к делу причастия. Только в самые крайние случаи мы можем покушать перед причастием. Но это должно быть не правило, это исключение. А еще можно спросить, а специальные молитвы есть перед причастием, чтобы читать? Да, конечно. Есть последование к святому причастию, которое необходимо почитать. Священники, перед тем каждый раз, когда причащаются, читают правила, чтобы причаститься к Христовому таинству. Вот это есть там молитва покаяния, это, да? Нет, там целое последование серии молитв. Такой маленький совет, сестры, братья. Если вам непонятно в молитвослове что-либо, у нас скоро придут молитвословы с переводом на русский язык, параллельный перевод. Если вам необходимо будет, возьмите у нас. Но надо понимать, что вы читаете. Есть те моменты, которые недосягаемы для осмысления. Нужно сидеть иногда со словарем, чтобы понять сопословянский текст. Когда вы уже читаете свой текст, вы уже будете больше понимать, что там написано. Но понимать нужно. Обязательно нужно понимать, что там написано. Если же мы будем не понимать, но читать, это, конечно же, может быть на первое время и хорошо, но лучше бы, конечно, чтобы понимали, чтобы не сотрясали воздух. Когда придут эти книги? Куда и когда обращаться? Пока что они еще в пути, оформляется заказ, я не знаю, когда их придут. Нет, а куда? Обращаться, хотя бы звонить, спросить? Я руководитель молодежного дела Самарской епархии. У нас есть ВКонтакте страничка. И вы можете там написать, либо обратиться ко мне ВКонтакте Ян Кольшев, чтобы я смог, наверное, вот так даже. Этот адрес внизу, который pomi@sobakkanal.ru, запишите и мне отправьте по электронке запрос. Очень хочу получить книжку, очень хочу получить молитвослов. Все, что мы бесплатно раздаем, это за собранные средства. Ничего мы за это не берем. Но если же у вас есть желание нам помочь, вы можете там тоже что-нибудь пожертвовать, чтобы мы смогли дальше делать свое благое дело. Батюшка, а вы потом вот раньше крестьяне носили крест на одежде, чтобы показывать о том, что вы крестьяне. А сейчас, говорит, крест он спрятать под одеждой. Это не украшение, это не украшение. А почему? Я не могу носить крест на одежде и сказать, я православная христианка. А почему нельзя? Крест Не символ. украшение, просто. Я православная, почему должна это снять? Крест не то, что украшение, это символ победы Господа над смертью. И мы не то, что нет, неверно слова будет, если мы говорим, что кричимся для своей веры. Нет, мы все равно благоговеем перед крестом и носим его в самом сокровенном, возле сердца, на груди. Так, чтобы это было близко к нашему сердцу.
Вот, с этим, наверное, связано то, что мы убираем крест. А то, что вы носите на одежде, под одеждой, для Господа, я думаю, что не так важно, насколько важно ваше сердце. Верит ли оно того самого, чей крест вы носите, либо нет. Живете ли вы по Евангелию, либо нет. Вот это самое важное. Если у вас будет вот здесь и здесь совпадать, то и крестик будет на месте. А если здесь и здесь не совпадает, мы не верим в Бога и не делаем, не исполняем эти заповеди, соответственно, это не принесет никакой пользы. Господь, наша жизнь. Вот я вам дал сейчас то оружие, которое вы можете использовать. Те навыки, которые нужны в духовной брани. Еще раз повторю, у нас брань не против плоти и крови, а против этих демонов, которые нас хотят связать. Эти навыки нужно использовать и не останавливаться. Читать Священное Писание, иметь у каждого свое Священное Писание, Новый Завет, каждый день открывать и читать. Спрашивать у батюшек или уже воцерковленных людей, что означает вот это, что значит вот это, воцерковляться. Ведь у нас многие крещены, но не просвещены. Вы знаете, что был такое правило подготовления к крещению. Тех людей называли оглашаемые, то есть готовящиеся к крещению, которых научали вере. К сожалению, у нас это утрачено. Хотя в литургии есть такое наименование литургия верных, то есть уже крещенных и воцерковленных, литургия оглашенных, когда люди еще только начинали входить в православную веру. Чтобы поверить в Бога, нужно узнать, во что мы верим. Точнее, креститься в православной вере, нужно узнать, во что мы верим. Кто из вас верит в воскресение мертвых, что мы воскреснем в своих телах? А кто не верит? Понимаете, очень важно нам понять, что мы воскреснем в своем теле. В символе веры это говорится, что чая воскресения мертвых в жизни будущего века. Мы воскреснем своими же телами. Господа предстанем духовно и физически перед Ним на страшный суд. Вот во что мы верим. А чаще всего мы крещены, но своей веры мы не знаем. Это хуже всего, наверное. Хуже язычества. Язычники хоть они не узнают веру православную, но и они не посягают. А мы посягнули на святое, а не хотим узнавать свою веру. Как-то нечестно мы поступаем тогда в нашей жизни. Поэтому я предлагаю вам руку помощи. Если что-то вам будет непонятно, обращайтесь. Вот адрес есть. Адрес вам указал. Обращайтесь. Все сложные вопросы. Говорите, пишите. Да. Телефона нет? Телефон не дам, потому что очень много звонят. Я прошу прощения. Мне просто иногда неудобно. Неудобно в силу семьи и загруженности молодежного служения. Нет, ну переписываться с вами вопрос можно. Да, можно, пожалуйста. Но воцерковляться нужно. Читайте книжки умные, где все это рассказывается. Книг сейчас очень много, тем более мы находимся в таком прекрасном месте, библиотека, где книжки можно взять и почитать. Прийти сюда, научиться вере. Книги читайте. Книги — это самое важное. Это жизнь, это знания, которые нам нужны. Живая вода. Но живая вода — Бог, Христос. Отец Ила. Сейчас, секундочку. Я бы хотела сказать, получается, что за то, что мы живем, уже грешны, да? Почему? Куда ни повернешься, везде как бы. Нет, Ну как-то же жили святые, как-то же они смогли не искушаемы быть грехом. Вот это вот слово решимость, оно не просто так. Мы чаще всего поступаем так греховно, потому что не научены в благочестии. Но если же мы не будем учиться, то никогда не научимся. Если же мы никогда не учились ходить, мы бы никогда бы не пошли. Никогда не научились говорить, если бы не учились. Но мы же научились. Так же и в духовной жизни. Надо учиться, и все это придет. Но только кому-то это нужно, вот, например, моему младшему
точнее старшему сыну, нужно было, чтобы он через 1,5 года научился говорить предложения, а младшему сыну 2,5 года еще он не умеет говорить. Еще пройдет время, годик-два, когда он начнет говорить предложения. Хотя старший, он уже слагает, такие вопросы задает. Думаешь, откуда это у него? Каждому человеку нужно свое время. Кто-то быстрее может схватить, понять и принять, а кому-то нужна целая жизнь, чтобы справиться даже с какой-то страстью легко. Кому-то дается даже это во спасение, если уже он перетерпит какую-то страсть, которая будет его постоянно искушать. Господь может что-то простит, что мы не думали, что это было грехом в нашей жизни, в нашей юности. Ну что, давайте уже заканчивать. Я прошу прощения, что прерываю. Все вопросы, пожалуйста, по электронной почте. И очень прошу, если есть какие-то заявочки на такие книжки, милости просим, мы вам дадим, распространим. Если кому-то нужно, чтобы вы подарили своим близким женщинам, вот сегодня у вас православный женский день. У вас честно и поздравляю. Сегодня у вас большой праздник. И он должен быть выше 8 марта. Сегодня православный женский день. Спасибо, Господи, что вы есть. Спасибо, что пришли и послушали. Слава Богу.